Здравствуйте! Пришло время подвести итоги уходящего дня. В эфире информационная программа «Алатон». В студии работают Нурджамал Бурханова и Нурсултан Джакубеков. Смотрите в программе. В ходе госвизита в Китай глава государства посетил Пекинский центр исполнительных искусств Тяньцао и посмотрел оперу «Манас» на китайском языке. Закладка капсулы по строительству новой школы, ознакомление с деятельностью ряда предприятий – это лишь малая часть рабочей поездки премьера в Нарынскую область. 19 миллионов 398 тысяч. Именно такую сумму возместили компании после проверки сотрудниками ГСБ. Куда подевались деньги и кто будет наказан? 222 миллиона сомов потеряла госказна в результате коррупции при строительстве дорог за 2017 и 5 месяцев текущего года. 10 июня 10 лет назад ушел из жизни великий писатель современности Чингиз Айтматов, оставив после себя огромное наследие под названием «Вселенная Айтматова». Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках госвизита посетил в Пекине корпорацию по производству электромобилей Beige Group, которая является одной из крупнейших производителей автомобилей и электромобилей в Китае. Он осмотрел музей корпорации последней модели электромобилей. Председатель правления компании Сю Хэй отметил, что в настоящее время идет расширение двусторонних деловых связей с Кыргызстаном. Он также выразил надежду на продолжение развития обоюдовыгодного сотрудничества с нашей страной. Сооронбай Жээнбеков в свою очередь отметил, что поддержано предложение о строительстве совместного предприятия по производству электромобилей в Кыргызстане, добавив, что членство Кыргызстана в ЕАЭС открывает более широкие возможности с точки зрения расширения кыргызско-китайских экономических отношений. Также в КНР глава государства посетил Китайскую академию сельхозхозяйственных наук. Он осмотрел лабораторию и теплицу по выращиванию новых сортов сельхозпродукции. Также его ознакомили с последними достижениями науки в области сельского хозяйства. На встрече с руководством академии было отмечено, что будет укрепляться сотрудничество ученых и также работников и специалистов двух стран и обмен опытом в сфере животноводства, выращивания сельхозкультур. Стоит отметить, что Академия сельхозхозяйственных наук КНР является ведущим научно-исследовательским учреждением в сфере сельскохозяйственных наук и техники. Включая в себя 42 института, насчитывает более 7 тысяч сотрудников. Президент Сооронбай Жээнбеков также в рамках госвизита в Китай посетил Пекинский центр исполнительных искусств Тяньцао и посмотрел оперу «Манас» на китайском языке. Перед просмотром состоялась короткая встреча Жээнбекова с министром культуры и туризма КНР Лоу Шуганом. Министр рассказал о ходе подготовки оперы, также состоялся обмен мнениями по вопросам углубления отношений двух стран в сфере культуры. По окончании оперы Жээнбеков выступил перед зрителями и поблагодарил от имени кыргызского народа и от себя лично артистов за исполнительское мастерство, отметив, что председатель КНР Си Цзиньпинь всегда с особой теплотой отзывается об эпосе «Манас», как об одном из самых крупнейших эпосов мира, и поддерживает развитие культуры национальных меньшинств Китая. Президент Сооронбай Жээнбеков пригласил артистов и постановщиков оперы «Манас» посетить Кыргызстан с гастролями. Отметим, что опера «Манас», посмотреть которую вместе с президентом Кыргызстана пришли члены делегации, китайские зрители, а также кыргызские студенты, которые учатся в Китае, прошла с большим аншлагом. «Манас» эпосының негізінде қойылған операға қатысқанымызға біз абдан терең қуаныштамыз. Кыргыз елінің ұлы жазушы Чингиз Айтматов айтқан «Манас» эпосы бұл қырғыз рухының туу чоқсы деп. Мына биыл ұлы манасшы Жүсіп Мамайдындағы 100 жылдық мәрекесі болады. Бұға даярлықтар Қытай Республикасында, Қырғыз Республикасында дағы мына болып жатады. Ошол Мамай Жүсіптің «Залқар адамдың» вариантында мына қойылған опера бүгін біз сыйлықтарымен көрдік. Бұл бүгінгі опера ол Қытай елінің, Қырғыз елінің маданиятын сыйлағанның ең чоң биік көрсеткіші деп айтқым келеді. Қытай Республика төрағасы біз құрматтап сыйлаған Си Цзиньпиндің ошол кеше елдерге, аз елдерге болған саясат негізінде болып жатқан көрініс деп есептеймін.
Бұл операдағы қойыш мына 2 жылға даярлық болып тұр. Біздің білесімізше 2 жылға жақын. Мына бүгін ұшыға шейін 9 жолы қойылып тұр. Мына нәсіп қылып бүгін біз дағы ұшыл операға мына көріп отырмыз. Мен өзгеше белгілеп кеткім келеді. Бүгінгі атқарған актерлердің күшті, мұңды, абдан жағымды үндерін, алардың шебершілікпенен атқарған рөлдерін, декорацияны, айрықша актерлердің, және оркестрдің киімдерін өзгеше белгілейм келеді. Мен бүгін şu залда отырып, Қырғыз мемлекетінің опера және балет театрында тұрған елі болдым. Манас эпосының негізінде қойылған операға салынып өскен барлық қытайлық достарымызға өзімнің атыман, жалпы Қырғыз елінің атынан рахмет білдіремін. Жалпы шығармашылық топқа, коллективке рахмат айтам. İşlerine alban ilgilik қалайым. Жана ұшы шығармашылық топты Қырғыз Республикасына гастрольменен келіп кеткенге шақырам. Отметим, что работа по организации постановки оперы по эпосу «Манас» велась в течение 2 лет Министерством культуры и туризма КНР и Китайским центральным институтом оперы. Сценарий был написан на основе варианта эпоса Джусупа Мамая, переведенного на китайский язык доктором филологических наук профессором Адылом Джиматурду, живущим в Китае. Опера была поставлена 9 раз с сентября 2017 года по май 2018 в различных городах Китая. В ней задействованы более 200 артистов китайских гостеатров. Артисты и постановщики оперы несколько раз ездили в Кыргызскую автономную область Казалсу, чтобы самим прочувствовать самобытность, культуру и историю кыргызов. Государственный визит Сооронбая Жээнбекова в Китай способствовал поднятию двусторонних отношений на новый стратегический уровень. Об этом по итогам переговоров 2 лидеров сказал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. По его словам, сегодня партнерство Кыргызстана и КНР характеризуется взаимным доверием, поддержкой и взаимопониманием. Эксперты в один голос заявили, в торгово-экономическом и политическом отношениях госвизит президента в Китай стал весьма продуктивным. В рамках государственного визита в Китай Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с высшим политическим руководством страны, с председателем КНР Си Цзиньпинем, премьером Госсовета Китая Ли Кяценом, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Джаншу. По итогам первого дня подписана совместная декларация об установлении всестороннего стратегического партнерства и еще 10 документов. Сооронбай Жээнбеков поднял вопрос об открытии рынка Китая для кыргызских товаров. Председатель КНР особо отметил чистую природу и чистое земледелие в Кыргызстане. Он сказал, что всячески будет поддерживать экспорт кыргызской продукции в Китайскую Народную Республику, и при этом он обратил особое внимание на то, что необходимо улучшить инфраструктуру земледелия в Кыргызской Республике, для того, чтобы мы могли нарастить достаточно большие объемы для экспорта. И я думаю, что для нас это очень хороший шанс, особенно для наших фермеров. На сегодняшний день не только в Европе, но и во всем мире, в том числе в Китае, ценятся экологически чистые продукты. Потому неудивительно, что Пекин выразил готовность покупать сельхозпродукцию из Кыргызстана, говорят бизнесмены. На данный момент Китай именно там трендируется такой бренд, как экологически чистый продукт, экопродукт. А в экопродукт она входит вот то же самое, как у нас вот наши мясопродукты, да, там продукты питания и так далее. То есть да, там появились такие мелкие, такие как оптовочные магазины, именно с названием, да, экопродукт под зеленым логотипом. Сооронбай Жээнбеков предложил построить на территории Кыргызстана предприятие по сборке электромобилей. Китайская сторона согласилась рассмотреть этот вопрос. Уже в ближайшем будущем специальные группы с обеих сторон, по-видимому, начнут обсуждать этот проект. Потом эта ниша совершенно пустая. В нашей стране эта ниша пустая. Мы должны понимать, что сборка автомобилей может быть полезна не только для граждан Кыргызстана, но для ЕАЭС.
А там ниша уже 185 миллионов человек. Ну так Всевышний распорядился, что мы живем между Россией и Казахстаном и Китаем, и мы таким образом становимся транзитом. Ну, упускать эти возможности, это было бы плохой политикой. Поскольку это экономически обосновано, это экономически выгодно, то эти надо отношения развивать. Китай на сегодняшний день одна из крупных экономик мира и глобальных тяжеловесов на международной арене. И для Поднебесной важно иметь стабильные и дружественные отношения прежде всего с соседними государствами. Сейчас КНР на пороге запуска глобального экономического проекта «Один пояс, один путь». Потому взаимоотношения с партнерами должны быть предсказуемыми. Кыргызстан уже доказал, что во внешней политике придерживается принципов преемственности и стабильности. Для Китая очень важно, чтобы именно по периметру китайской границы, чтобы именно установились благоприятные условия. Никому не секрет, что по нашей территории будут идти коммуникации, экономические коммуникации Китая. Да? И, соответственно, Китай заинтересован, чтобы рядом был стабильный сосед. Кыргызстан и Китай взаимодействуют в 4 основных направлениях, отмечают дипломаты – в политическом, торгово-экономическом, сфере безопасности и в рамках ШОС. Предоставление КНР грантовой помощи в $100 миллионов также свидетельствует о готовности соседней страны поднять взаимоотношения с Кыргызстаном на новый уровень, отмечают эксперты. Нургуль Саматова, Бактурсун Душенбеков, Общественный Первый канал. Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках госвизита в Китай встретился с представителями китайских крупных компаний, Китайская железнодорожная строительная корпорация и China Railway Group. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта, а также рассмотрены инициативы по строительству транспорта транзитной и коммуникационной систем. Представители предприятий рассказали об их потенциале и выразили заинтересованность в сотрудничестве с компаниями Кыргызстана в области транспорта и дорожного хозяйства, а также в реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов. Развивать транспортную систему Китая и Кыргызстана намерены в рамках проекта экономического развития «Один пояс, один путь». Так, сейчас активно прорабатывается вопрос строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Это станет одним из отрезков железнодорожного сообщения по направлению в Европу. По завершению строительства появятся рабочие места, улучшится инфраструктура. Ну и при строительстве железнодорожного пути будут использоваться передовые технологии. Наш корреспондент Надежда Усова побывала в китайском городе Циндао, на заводе, где производят современные поезда. Большая площадь для большого предприятия. Здесь на более чем 5 гектарах земли развернуто производство поездов. Этот завод – один из достопримечательностей города Циндао, работает с 1990 года. Эти ультрасовременные поезда используют во многих странах мира. Здесь производят более сотни видов железнодорожной техники. Как стандартные пассажирские поезда, так и сверхскоростные, которые могут развивать скорость до 350 км в час. За день такой состав может перевозить свыше 500 тысяч пассажиров. У нас большой объем производства. Мы собираем подземный и наземный рельсовый транспорт. Сейчас мы ориентируемся в основном на высокоскоростные поезда. Ну и простые стандартные поезда тоже собираются здесь. Они пока востребованы во многих странах мира, поэтому производство не останавливается. Сейчас у нас производится около сотни транспортных единиц. В частности, рельсовые машины, железнодорожные вагоны, вагоны для езды по неровным поверхностям, тепловозы и высокоскоростные поезда. Высокоскоростные поезда в основном ориентированы на дальний путь следования. Здесь все сделано для комфортного пребывания пассажиров. Витринные окна, шумоизоляция, есть даже обеззараживание и кондиционирование воздуха. Китай, конечно, технологии будущего использует во всем, в том числе и в машиностроении. Сейчас мы в передовом скоростном поезде. Здесь, конечно, все обустроено для того, чтобы пребывать в движении совсем комфортно. К примеру, можно вот так сидеть, можно и полулежа. Если ты совсем устал, захотел отдохнуть, ты можешь раздвинуть кресло.
Страны Центральной Азии такие поезда пока не поставляют, но это в будущем, говорят представители компании. По крайней мере, такая задумка есть в рамках проекта «Один пояс, один путь». И, как известно, сейчас на высшем уровне ведутся переговоры по интеграции ЕАЭС и экономического пояса Великого Шелкового пути. Идет активное сопряжение двух больших проектов. Это Евразийский экономический союз и проект «Один пояс, один путь». Буквально недавно было подписано соглашение в Астане по сопряжению этих проектов и по созданию условий для льготной торговли с перспективой выхода на зону свободной торговли. Я думаю, это будет прорывным уже проектом не только в региональном масштабе, но и в мировом масштабе. Улучшение транспортной сети было и есть лучшим показателем страны. Развитие дорожной инфраструктуры и транспорта всегда в приоритете государства. Сейчас в Кыргызстане ждут строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая позволит улучшить экономические показатели. Путь будет пролегать через Торугард, Атбашинский, Акталинский, Тогустору-Узкий, Сузакский районы. Предполагаемая протяженность дороги по Кыргызстану составит 380 километров. Надежда Усова, Общественный первый канал, Китай, город Циндао. Закладка капсулы под строительство новой школы, ознакомление с деятельностью ряда предприятий Нарынской области, встреча с местными жителями. И это лишь малая часть того, что успел сделать за одну рабочую поездку премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. Диана Мамекова подробнее. Наличие предприятий благотворно скажется на развитии региона, сказал глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев во время ознакомления с деятельностью молочного завода в селе Кочкор. Для переработки молоко закупается у местных фермеров. В летнее время перерабатывается до 4,5 тонн молока в сутки и реализуется на внутреннем рынке страны. Сейчас получен льготный кредит на строительство нового объекта. Тогда не только увеличится производственная мощность до 15 тонн в сутки, но и будут созданы 100 рабочих мест. Сегодня там трудятся 50 сотрудников. Абылгазиев отметил, что местные органы власти должны оказывать максимальное содействие предпринимателям на местах. В стране десятки учебных заведений, которые нужно отремонтировать. В некоторых из них продолжать учебу небезопасно. Такова и школа в селе Аракөл Кочкорского района. Несмотря на то, что здание не отвечает сейсмическим нормам, здесь продолжают учиться. Но теперь началось строительство нового учебного корпуса. В церемонии закладки капсулы принял участие премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. Он отметил, что госорганы должны прилагать максимальные усилия для обеспечения надлежащего доступа граждан к получению качественного образования. Не мог не посетить Абылгазиев и мост в селе Ахталчат в Акталинском районе, строительство которого обсуждалось в социальных сетях. Премьер поручил в срок завершить его восстановление, при этом не забывая о качестве, так как этот мост является важным транспортным узлом для внутреннего сообщения в регионе. Мы рады тому, что в этом году объявлен год развития регионов. Уделяется внимание и селам. Ни на что не жалуемся, но были бы рады, если бы строительство нашего моста завершили. Также в рамках рабочей поездки в Нарынскую область Абылгазиев ознакомился с деятельностью Атбашинской ГЭС, среднегодовая мощность которой составляет 115-150 миллионов киловатт-часов. На сегодня объем воды в водохранилище составляет 7,6 миллиона кубометров. В связи с необходимостью проведения его реконструкции был разработан 5-летний проект модернизации Атбашинской ГЭС более чем на 18 миллионов долларов. Большую часть средств выделяет швейцарская сторона в качестве гранта. И основные работы по замене оборудования планируется начать в августе. Глава правительства отметил необходимость бесперебойного и качественного обеспечения населения электроэнергией. Вместе с тем поручил усилить контроль над целевым использованием грантовых средств и обеспечить качественную модернизацию Атбашинской ГЭС. Посетил премьер Нарынскую областную объединенную больницу. Здесь отделение терапии нуждается в реконструкции, так как с момента сдачи в эксплуатацию, это почти 40 лет, ремонт проводился лишь косметический. Также премьер ознакомится с ходом строительства 24-квартирного жилого дома для сотрудников МЧС города Нарын. Диана Мамекова, Тимур Садагалиев, Общественный первый канал, Нарынская область.
Правоохранительные органы продолжают выявлять факты уклонения от налогов и коррупционные схемы, в результате которых государству наносится ущерб, в том числе в особо крупном размере. Так, сотрудники ГСБ выявили более 30 юридических и физических лиц со всех регионов Кыргызстана. После некоторых резонансных дел многие компании, которые имели задолженности, начали возмещать нанесенный государству ущерб. Так, только в мае десятки компаний со всех регионов страны возместили ущерб на общую сумму 19 миллионов 398 тысяч сомов. Согласно статье 28 части 1 Уголовно-процессуального кодекса, в случае добровольного погашения всей суммы налоговой задолженности, включая штрафы и пени, уголовное преследование лица подлежит прекращению на любой стадии уголовного процесса. 222 миллиона сомов. Именно на такую сумму нанесли ущерб государству при коррупции и строительстве и ремонте дорог за 2017 и 5 месяцев текущего года. Основные фигуранты всех коррупционных дел – чиновники разного ранга. В их отношении возбуждено 33 уголовных дела, сообщил начальник отдела Генпрокуратуры Манас Акматалиев в ходе координационного совещания. Основной темой повестки стало качество расследования уголовных дел по должностным и экономическим преступлениям. Взяточничество, откаты, махинации, незаконное обогащение чиновников. Ущерб от этих преступлений достигает сотен миллионов, а то и миллиарда. Каждый пункт каждого дела будет расследован детально. За борьбу с этим злом взялись не только правоохранительные и фискальные органы, но и НПО, СМИ, общественность. Невзирая ни на какие ранги и прежние заслуги, увлеченные в коррупции чиновники задерживаются и заключаются под стражу. Как мы видим, борьба с коррупцией начата по всем направлениям. И работа в этой части не должна останавливаться ни на минуту. Все здесь присутствующие, объединив наши усилия, при полной политической поддержке руководства страны, сможем сделать еще больше для процветания нашей республики. Коррупция каршы иш-чараларды аткаруу боюнча иштин сапатын жогорулатуу, аткаруу тартибин күчөтүү жана ведомстволор аралык өз ара байланышты чындоо боюнча бир катар тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө координациялык кеңеш менен 2018 жылдын 13 декабрындагы номер 3 чечиминин аткарышын өзүнчө маселе менен кароо сунушталууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан каралган иш-чараларды аткаруу боюнча даректүү иштер жүргүзүлүп жаткандыгын белгилөө зарыл. Мисалы, министрликтердин жана ведомстволордун Наказание понесут и те, кто незаконно выдавал лицензии. Органы прокуратуры выявили 850 нарушений законодательства в лицензионно-разрешительной системе. К примеру, только от незаконной выдачи лицензии на право пользования недрами месторождения Курут-Тегерек бюджет потерял 338 миллионов сомов. Следующим характерным нарушением является выдача лицензии без наличия полного пакета документов. Таких фактов 118 случаев. Наибольшее количество нарушений выявлено в подразделениях МВД. 222 миллиона сомов потеряла госказна в результате коррупции при строительстве и ремонте дорог за 2017 год и 5 месяцев текущего года. Основные фигуранты всех коррупционных дел – чиновники разного ранга. В их отношении возбуждено 33 уголовных дела. Был рассмотрен вопрос о противодействии коррупции в системе Министерства транспорта и дорог. Были затронуты ряд коррупционных проявлений в этой системе. Это связано с государственными закупками, незаконным использованием бюджетных средств. За прошлый год по должностным преступлениям суды вынесли 17 оправдательных приговоров. За этот год – 1. Причины разные, но чаще несправедливые. Арбир акто факты боюнча сотто каралып акталган факттар боюнча оперативдик кеңешмелер өтөт. Оперативдик кеңешмелер өтүп атат. Бул кеңири талкууланып, бул тергөө башкармалыгында эле эмес, прокуратура органдары менен биргеликте, комитеттин жетекчиликтин менен биргеликте бул каралып, эми баягы кээ бир учурда тергөөчүнүн келтирилген катал тергөө учурунда келтирилген каталыктын жыйынтыгы болот. А кээ бир учурда көпчүлүк бир топ. Глава надзорного органа поручил ГКНБ усилить качество следствия. Отмечу, с начала года в суд направлено 223 уголовных дела. Бермет Курманбекова, Алмаз Нурманбетов, Общественный, Первый канал.
В последние дни в соцсетях отдельные граждане начали распространять провокационные посты. Они нацелены на то, чтобы разделить народ и внести смуту, в связи с чем политическое движение «Улутман» сделало обращение, в котором говорится: Уважаемые соотечественники, к сожалению, в последнее время среди общественности начали распространяться негативные явления, как регионализм, трайбализм. В большинстве они связаны с политиками и политическими организациями. В соцсетях отдельные группы, блогеры распространяют подобного рода информацию и посты. Тем самым они стараются создать определенное общественное мнение. Сторонники бывших чиновников и политиков, которые уличены в коррупции, стараются отвлечь внимание общественности от возбужденных на них уголовных дел. Все эти старания политическое движение «Улутман» расценивает как преступление против своего народа. И наша позиция в том, что перед законом все равны. Совершивший преступление должен быть наказан по всей строгости закона, независимо от положения или от того, откуда он родом. При этом подозреваемые должны быть обеспечены объективным следствием и судом. Уважаемые соотечественники, если мы дадим волю регионализму, то это прямая угроза стабильности в стране. Призываем в этот священный месяц Рамазан к миру и согласию. Обществу необходим независимый суд. При этом он должен работать открыто и прозрачно. Только тогда будет доверие к населению, к судебной системе, считают эксперты в этой сфере. А для этого нужно перейти к электронному правосудию. С этой целью разработали вторую целевую программу по развитию судебных органов на 2018-2022 годы. О новой программе Диана Мамекова. Доверие населения к судебной системе практически на нуле. По мнению общества, судебная система работает непрозрачно. Инновацией новой государственной целевой программы по развитию судебных органов Кыргызстана является переход к электронному правосудию. Тогда граждане могут подавать и обжаловать по гражданским, административным и экономическим делам исковые заявления в электронном виде и иметь доступ к аудио и видеоматериалам всех процессов. Все это, конечно, очень такой трудоемкий процесс, и, возможно, таким образом мы сможем обеспечить прозрачность судебной системы, и каждый участник процесса будет видеть о том, что он говорил, как выступал, и это будет и дисциплинировать как судей, так и участников процесса. И в конечном итоге, когда обжалуется судебный акт вышестоящей инстанции, то вышестоящей инстанции будет достаточно посмотреть на видеофайл, в котором будет показан, как шел процесс, и не будет необходимости доказывать о том, что я говорил в процессе одно, судья написал другое и так далее. Мадина Давлетбаева, как практикующий адвокат, рассказывает, что граждане сталкиваются с разными проблемами, обращаясь в суд, что в итоге порождает их недоверие к системе. Люди приходят в суд как за разрешением каких-то проблем, и они хотят, чтобы, во-первых, все было понятно простому обывателю, а не только высококвалифицированному юристу. Чтобы это было прозрачно и чтобы это было максимально честно, быстро и правильно. Открытость. Это о чем говорит? О том, что любой гражданин может зайти на сайт или просто прийти в суд и получить нужный ему документ не когда-то там через неделю или месяц. А вот именно сейчас, здесь и сейчас, а еще с учетом того, что мы пришли к глобализации, желательно не выходя из дома или, может быть, из офиса. И та система электронного правосудия, о которой сейчас подробно говорили, она как раз позволит все это сделать. А для этого необходимо модернизировать инфраструктуру, учитывая, что почти 90% зданий судов находятся в плачевном состоянии. И главное в этом вопросе – кадры. Программа улучшит привлечение компетентных кадров в судебную систему и сделает прозрачным деятельность судебных органов. Мы постарались, как рабочая группа, создать оптимальный документ, который бы позволил нам в будущем создать независимую, справедливую судебную систему. Настоящая целевая программа, все мероприятия разработаны таким образом, чтобы предотвратить коррупцию и коррупционные явления в судебной системе. Предварительный бюджет программы предусматривает почти 12,5 миллиардов сомов, который будет откорректирован правительством. Как отмечают разработчики, в рамках первой целевой программы на 2014-2017 годы было предусмотрено повышение бюджета судебных органов до 2% расходной части бюджета, но добились лишь чуть больше 1%. Новая программа поможет добиться 2% финансирования, чтобы в должной мере обеспечить работу судебной системы, надеются эксперты.
Диана Мамекова, Тимур Сыдыгалиев, Общественный, Первый канал. В Доме кино имени Чингиза Айтматова состоялась премьера телевизионного фильма Геннадия Базарова «Соленая долина». Показ приурочен к 60-летию со дня образования КТРК и 50-летию студии «Кыргызтелефильм». На премьере побывала Елена Ткаченко. Съемки фильма проходили на южном берегу Иссык-Куля. Исполнитель главной роли взбалмошного, самоуверенного президента Замирбек Сооронбаев во время съемок не оправился от тяжелой болезни. Не вставал на ноги, едва мог шевелить рукой. Но это не помешало ему гениально вжиться в образ своего персонажа. Да и по словам самого актера, благодаря съемкам в фильме он стал чувствовать себя намного лучше. Когда сделал предложение сам Геннадий Садырович, я сразу согласился, потому что это была моя мечта. Давние. Я сейчас, допустим, если мне поможет кто-то с левой стороны, с одним кошелем, я хожу, а тогда вообще не ходил. Вот. Я согласился. И знаете, вот это у меня внутреннее желание, оно мне очень сильно помогло. Сюжет фильма «Соленая долина» повествует о том, как жизнь свела нескольких совсем не похожих людей в одном месте. Все они пришли в эту долину с разными целями. Но жизнь повернулась так, что им пришлось переосмыслить свое поведение, свои взгляды. Все это выражено не прямым текстом, а с помощью метафор и насказаний двоякого смысла. Странные люди пришли в странном месте лечиться. Мы все, мне кажется, со своими странностями. Но мы должны слушаться друг друга и познать эту жизнь красиво и стремиться жить красотой. Кстати говоря, народной артистке Назире Мамбетовой играть роль актрисы не впервой. Это ее 6-я актриса в творческой биографии. Это совершенно другая актриса. Она перед смертью, она больна. Она хочет жить, она хочет любить. Жизнь продолжается. Каждая секунда, каждая минута дорог для нее. А когда ее возлюбленный уходит молодой актрисой, конечно, это трагедия. Условия съемки не для слабых. Раскаленная пустыня, жара. Но работа съемочной группы была нацелена только на отличный результат, и команде это удалось. На премьерном показе в зале не было ни одного свободного места. А создателей фильма и актеров зрители долго не отпускали. Мы профессионалы, такие сложности нас не пугают. Нам важно было достойно экранизировать вот эту пьесу. И мы не пытаемся давать какие-то рецепты зрителю. Мы приглашаем зрителя вместе с нами поразмышлять. Но трудности все же были технические. У нас даже не было там операторского тележки, движений, чтобы могли снимать. Мы все снимали с рук. Вот эти все проходы, движения. Но сложность была в том, что все было освещено, все было освещено. То есть было все залеплено солнцем. И сложность была в том, что мы приезжали на площадку, и в тот же момент надвигалась на нашу площадку громадная туча, закрывала, и мы сидели часами, ждали, пока она уйдет. И мы даже эту тучу прозвали Базаровской тучей. Телефильм «Соленая долина» на кыргызском языке с русскими субтитрами. Снят он при поддержке национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева. Скоро «Соленая долина» отправится покорять зрителей со всего мира и представлять нашу страну на международных фестивалях. А кыргызстанцы смогут посмотреть картину в ближайшее время на общественном Первом канале. Елена Ткаченко, Сиязбек Нурмамбетов, Общественный, Первый канал. Таким был день. Пусть у вас будет все хорошо. И до свидания.